Вот и закончился учебный год. Впереди каникулы целое лето. К сожалению, встретиться с вами в привычной обстановке в связи с карантином не удалось. Поэтому пообщаемся с вами в таком формате. Сегодня поговорим о правилах поведения на воде в период летних каникул. Ведь отдых у воды дарит положительные эмоции, укрепляет и закаляет организм. Первое, с чего я бы хотел начать, это все-таки с совета, с пожелания учиться хорошо плавать. Хорошо умеющий плавать человек уверенно чувствует себя на воде. А те, кто уже умеют плавать, я им желаю тренироваться и совершенствовать свое мастерство. Поэтому даже умеющим плавать необходимо соблюдать правила поведения на воде и у воды. Этих правил не так уж и много, и соблюдать их довольно просто. Первое. Детям нельзя находиться на водоеме без сопровождения взрослых. Это самое главное. Также купаться нужно в специально оборудованных местах. В оборудованном месте произведена очистка дна от мусора, взяты пробы воды. Там дежурят медики, спасатели. Также это место оборудовано спасательными средствами. Следует помнить, что купаться в холодной воде опасно. При переохлаждении могут возникать судороги, происходить остановка дыхания и даже потеря сознания. Нельзя доводить себя до озноба. Лучше искупаться несколько раз по 10-15 минут, а в перерывах поиграть в активные игры. Комфортная температура воды для купания 17-19 градусов. Также нельзя входить или прыгать в воду после долгого пребывания на солнце, потому что периферические сосуды кровеносные, они расширены для лучшей теплоотдачи. Если вы резко прыгаете в воду, то наступает рефлекторное сокращение мышц при охлаждении в воде, что может повлиять на остановку дыхания. Также никогда не прыгайте с незнакомого берега. Можно удариться головой об дно, коряги, затопленные предметы. И отдельно я хотел бы остановиться на использовании самодельных и надувных предметов. Ни в коем случае нельзя пользоваться самодельными плотами, плавая на реке, карьере, на какой-то большой луже. Во-первых, плот самодельный или надувную камеру может отнести от берега, далеко от берега. Плот может развалиться, и вы окажетесь в ледяной воде. Из камеры может выйти воздух, и она потеряет плавучесть. Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться как можно быстрее доплыть до берега. Нужно научиться отдыхать на воде. Постарайтесь научиться плавать на спине. Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению постепенно, под небольшим углом, немножко наискось. Если соблюдать правила безопасности на воде, то ваш отдых будет безопасным и принесет вам положительные эмоции.